Стараюсь идти по ельнику. Здесь нас хорошо держит. А там березняк я прошел. Березовый бор такой. Солнце хорошо попадает и проваливаешься, блин, по уши. Снега дофига еще. А здесь тень от елки. Вот это все. И в тени наст еще не ломается. Не спеша вот так иду. Если вот там пройду, уже я могу провалиться. Надо идти вот где лучи солнца меньше попадают. Надеюсь, сегодня еще заморозки будут. Хоть чуть-чуть. Подморозит. Вот так потихоньку идем. Просто на солнце иду. Мне по пути на солнце. Без компа, без компаса, без ничего. Как же благодать. Как же ждал я вот этот момент, когда образуется наст. И пройдешь где хочешь, проедешь, где желаешь, там можно проехать. Вообще кайфую. Осенью вот это, вот за весь снег, что вот как выпадет, и пока не растает, вот этот момент, когда вот образуется наст, это самая прекрасная, любимая пора. Самая прекрасная. Конечно же, потом еще осень. Это осень 100%. Осень это да. Так. Давайте, наверное, где лучше, блин. Там подъем, можно на горку сразу подняться. И уже и в избу с другой стороны дойдем. Нет, ну все-таки я здесь пройду. Что-то непонятно. Ух ты. Солнце попадает, хана. Моментально. По уши можешь провалиться. Вон там уже избушка. Выял, виляет хвостом. Я же говорил, он у избы. Смотрит. Вон он. На, мы виляешь хвостом. Печка топится, тулан ждет. Все хорошо. А? Ла, бездельник. Ругается еще. Ну вот. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. А? Охранял избу? Охранял избу? Ладно, молодец. Молодец. Жарище, блин. Мама, не горюй. Весь снег растаял оттуда. Да ладно. Охраняешь избу. Лень рыбачить тебя. Лень. Хорошо. Будем отдыхать, смотри. Бля, даже бураниться уже проваливаешься. Теплынь на улице. Теплынь. Так. Отдохнем, а там видно будет, что делать.
Так, новая простыня, наволочка, пододеяльник. В общем, старый. В следующий раз купим, привезем. Может, в другой раз как-то. Так, все. Время хрен пойми сколько там. Уже вечереет. Решил сварить суп. Ну, быстрый суп, как обычно. Что готовлю. Консервы, пачковый суп. Как всегда. Мне это нравится, я это и готовлю. И кроме этого еще, наверное, пожарю вот эти хариусы. Будет первое и второе. Суп много варить не стану, потому что завтра я с утра поеду. Так как сегодняшняя ночь только нулевая будет. В эту ночь было минус 10, а вот наступающая ночь будет 0. Но ощущение там минус 2 может. Небольшая корочка наста будет, конечно, это нам не помешает. И с утра спокойно соберемся и поедем. Потому что мешкать, думаю, не стоит. Мы находимся за рекой. И на таежную речку я, наверное, не поеду, где я сегодня с утра переходил. Поедем в сторону первой избы. Если туда поеду, мы только будем переходить основную речку большую. И кроме этого еще с Алексеевки нам придется по реке ехать. Именно по реке. Потому что другого пути нету. Или мне оставить мотособаку, идти пешком за машиной 4 километра, потом загрузиться, перевозить уже мотособаку на машине. Ну посмотрим, это увидим завтра. Загадывать толку я не вижу, потому что непонятно, какое состояние реки завтра будет. Сможем ли вообще перейти? Конечно же, сможем, наверное. А с Алексеевки там надо посмотреть. Там два пути: по льду или же на машине. Вот. Короче, я сейчас готовлю, варю, жарю и уже чуть позже вам покажу, что из этого получится. Вот. Немножко так полежал, где-то полчаса, наверное, подостыл. У меня колта вся сырая тоже висит там. И самое главное, вот это от бушлата очень воняет, как же это, отработкой. Этот бушлат придется мне, наверное, дома порошком стиральным замочить и постирать. Иначе просто, ну, сегодня даже на ночь, думаю, вынесу я на улицу, потому что неприятный запах присутствует. Да. Вон, вперед за водой. Газку. Вон. Ух ты, как растаял-то снег. Здесь, между прочим, я за водой ходил. У меня старая лыжня. Но, скажу вам, чувствуется вот тот теперь. Весна пришла. Вперед! Монсыком! Везде этот желтизна, блин. Пишут, циститом, говорит, болен собакам. Да кобыли они такие, блин, отмечают на каждом метре. Тулан! Шабаш! Везде уже обоссал, на.
Как мне стыдно теперь. Тебя же снимает скрытая камера. Ё-моё. Ух ты. Гололед. Неужели примерзло? И топор не взял. Думал, там обычно расширяется вот это все. Ой, да. Не взял. Знаете, бывает, так просверливаю, потом на вечер лунка расширяется весной, а сейчас в тени, наоборот, замерзла, между прочим. Добываю воду. Поленился, топор не взял. Вон он, морда наглая. Вон. Чё? Не узнал, что ли, своих? Ладно. Кабелина. Прогул тебя. Все, хватит нам. Пойдем. Вон. Вперед. С музыкой. Ну, больше половины. Хватит. Тулан, вон. Цистит. Кабелиный инстинкт это. Да. Что-то друг расслабился. Надоел Тулан. Расслабился я, ребят. Что-то... Если я сейчас поем, я вообще усну. Такое спокойствие в тайге. Поэтому и расслабуха. Вот. Самое главное, воду добыли. Дрова есть для ночевки. Бревна на месте. Вот как это все выглядит. У меня тоненькое бревно одна была там и все. Но не умеючи я строил первые избы там. Хрен пойми как надо. Вот сейчас уже по-мужски выглядит. Все четко. Ничего нигде. Вон не сломается. Ох. Так, все, прибыли. Опачки, опачки. Морду сунул. А спать, Тулан? В общем, ужин приготовил, обед и ужин. Сегодня только на макаронах. Уже солнце уходит за горизонт, но светло еще. Сейчас немножко пообедаю, поужинаю. И на улицу выйду, что-нибудь еще буду делать. Может, дрова буду пилить. Или же под крышей там что-то. Не хочется лежать рано еще. Для Тулана тоже сварил. Еду, корм. Остывает. Накормлю досыта. И этот суп еще останется. Я все не съем. Завтра ему тоже дам этот суп. Короче, почистил рыбу. 2 рыбы вот у меня. Почистил, там в тазике оставил. Замочил в воде, там ничего не испортится. Если здесь не пожарю, поеду домой, там пожарим. В общем, за весь день, ну полдня, считай, я рыбачил. И только 2 штуки. Вот в одном месте, наверное, пара хариуса сидела, вот они и попались. Но желудки полные. И знаете, вот у меня сосед, тоже заядлый рыбак на хариуса. Часто ходил раньше и сейчас, ну сейчас реже стал ходить.
И как-то к слову, сейчас вот тоже про гусей там что-то там говорили, ну как-никак уже гусиные перелеты начинаются. И про рыбалку тоже. Я говорю, хочу съездить еще на избу, хочу еще попробовать порыбачить. Он мне так сказал, говорит, когда весной вода начинает подниматься, хариус перестает клевать. И как ни странно, вот действительно вода поднимается, прибывает вода. Лед такой странный, интересный тоже. Фух, блядь, холодок прямо. Но хорошо замерз, где-то 7-8 сантиметров. И такой слой воды там, и опять лед. Вот. Говорит, не клюет. И действительно, вот сегодня сколько рыбачил, не берет. Вот, что еще? Еще сейчас я немножко покушаю, поем, как правильно. И выйдем, поработаем еще. Вот такие дела. В 4 часа мы выехали. Считай. 4 часа. И сейчас, если 4 часа, уже 12, получается 12 часов. Нормально я еще не ел. Надо подкрепиться. Вот. Давайте, ребят. Я чуть-чуть покушаю. Да, еще давайте пару слов я еще скажу. По комментариям, как бы многие пишут там, не охотник, не рыбак, все только один быт и туда-сюда. Но этот быт делается для осенней охоты. Для осенней охоты. Пускай для нарябчика там, на глухаря или еще. Каждый год где-то что-то надо все равно ремонтировать. То, что вот этот быт показывает, вот ремонт там нижних венцов или крыши или еще что-то там, это все надо делать, подготовиться к осеннему сезону. Вот я весной все это дело сделаю, и осенью, когда я приезжаю, у меня уже все сделано, крыша не течет, в избушке тепло. Я могу спокойно охотиться и ночевать в теплой избушке. Вот все это делается. А если все это забросить, ну, я не знаю. Охота или же просто походы не только ради того, чтобы, скажем, добыть там крупных зверей или что там. Охота на рябчика тоже, в принципе, такая же охота. Или же я приеду там на рыбалку, пускай 2 хариуса поймал, но все равно. Это тоже рыбалка. И все это надо поддерживать, хозяйство, что вот имеешь. Не надо распускать все. Для некоторых зрителей, конечно же, пускай так и будет, не охотник, не рыбак, пускай так и думают, мне как-то все равно. Кто меня знает, тот знает, какой я охотник, какой я рыбак. Самое главное, чтобы дома знали об этом и ценили. Самое главное, ценили. Знаете, вот, бывает, я с охоты возвращаюсь с охоты ни с чем. Бывает такое. Даже ни одного рябчика ты не сможешь добыть. Ты возвращаешься с пустым рюкзаком. Мне жена никогда, никакой упрек никогда не говорила так, что ты не охотник, ничего не приносишь или еще там. Никогда в жизни. Вот это понимаю, что моя жена Викторовна ценит
мои походы, меня и все остальное. А зритель, он приходящий и уходящий. Он сегодня ценит, завтра может послать или еще что там. Чем-то я могу обидеть, какие-то слова там выскажу, там обидеться там. Много раз такое случалось, что просто вот, ну, какой ответ, какой привет, такой ответ. Я, бывает, грубо тоже отвечаю, но извините меня, значит, меня довели или еще. Вот. Сегодня вот, как сказать, под крышей там ковырялся с бревнами. Мне было тяжело. Из моих уст вы слышали цензуру, там, мат. Я это не буду, я мало когда я вырезываю это все. Это, еще раз повторяюсь, это никого не обижает. Это просто для связки слов. И этот мат мне помогает, какую-то силу дает. Вот психанешь там или еще, и такой рывок, и все получается. Так что из-за ерунды, я думаю, не надо там сгоряча отписываться или еще там грубость написать мне или еще там. Думаю, не стоит. Не хочу я эту тему, конечно, затрагивать, но хочется тоже выплеснуть, хочется вот сказать. Надо, значит надо. Сказал, мне полегчало. Вот. Так что ремонт с бревнами, это с древесиной, это нескончаемо. Ну, конечно, капитально, если сделать там на хороший фундамент, там сделаешь избу там с хорошим кровлей, там сначала все это дело сделаешь. А я новичок в этом деле, когда без понятия, что там, как строить, все это делалось, и где-то какие-то ошибки там, да и времени у меня не было, просто вот быстро-быстро все сделаешь, и вот такие ошибки сейчас вот вылазят. Ну, 20 лет, больше 20 лет прошло, в принципе, пора уже ее отремонтировать, почему бы и нет. Там шифер уже все в труху полопались из-за напора снега, из-за всего там. И рубероид полопалась, там все это надо, конечно, поменять. Вот, много болтаю, скажите. Олег, много болтаешь. Много воды, как еще мне пишут. Но без этого я не могу. Не хочу я записывать не мой фильм. Не хочу. Я хочу просто вот поговорить, рассказать, показать. Мне это интересно, понимаете? Не сравнивайте меня с другим каналом. Не стоит, бесполезно. Не сравнивайте. Пускай добывают, пускай у них все красиво, пускай у них техника едет лучше, пускай. Вы должны меня видеть таким, какой я есть. А не просто вот на них смотреть и делать так же. Нет, такого не будет. Пускай у меня лучше пример берут, но я не хочу копировать никого. Я сам по себе. Запомните это. Остываю, болтаю много. Ладно, сейчас еще солнце светит. На улице еще что-нибудь поделаем. Как ни странно, вот отсюда, вот, как будто вот с улицы вот холодный воздух, прям вот спина ледяная. Как-то странно все. Дверь закрываешь, все, тепло становится. Жарко. А вот когда открытая дверь, вот холодный воздух прям по полу идет и вверх поднимается. Ладно, все. Молчу. Ем. Выпила. Все обосрано. В общем, крышка. Вот эта крышка. Я не знаю, почему открутилась. Не полностью закрутил, видать, я. И все вылилось оттуда. Это отработка, блин.
Короче, хотел я под крышей там попробовать что-то там, какие-то чурки поставить. Но все отложил на завтра. Завтра с утра может получится. Сейчас, где я сегодня ходил, вокруг избы, сейчас просто снег не держит. Я куда не встану, я проваливаюсь. Так что завтра с утра может... Бля, и этот тоже открутилось. Достало уже все. Масло тоже открутилось, блин. Крышки подводят, ё-моё. Потекло все. Что ты будешь делать, а? Вот мне задача. Вот. Сейчас я попилю дрова. Вот эти и те. И, возможно, куда-нибудь буду складывать под крышу. Все равно делать нечего, чем просто лежать, чем-то займусь. Отсюда чурки уже вон туда перекидал. Ну, самые толстые, большие. Спилил, потом подумал, блин, не надо было спилить. А надо мне вот эту большую, длинную камлю просто расколоть напополам. И под крышу вон там стойки понадобились бы. Вот, но спилил и спилил, фиг с ним. Зато здесь оставил. Вот одна чурка, вот, ну, как сказать, камля. И вершинка вот длинная. Это на завтра оставил. Если немножко подморозит, может чем-то до отъезда еще, ну, как сказать, вот это второе бревно, может, на стойку поставлю. Вот, а остальное все распилил. Все распилил. Уже место приготовил, вон туда буду складывать. И все. Под навесом будет запас дров. Как говорится, по насту подготовили. Это, считай, на весну нам хватит. И до осени еще останется, если не потратят. Так, все это я сейчас буду вон туда складывать. И все. Солнце уже скоро сядет за горизонт. Заправить топливом бензопилу. Полный бак. Примерно так. Вот такая вечеринка у нас.
Тулан уже отдыхает. А, Тулан? Покормил бездельника. Теперь только спи. Вон, котелок у него. Давайте я еще покажу, что я на завтра подготовил. Вон там поставил большую чурку. И здесь такая доска, чтобы мне ходить туда-сюда. И смотрите, вот начинал я что-то делать, и просто снег не держит. Проваливаешься по пояс. Подожду до завтра. Может, завтра все это подморозит. И вот это бревно на чурку поставим. Как бы к весне меньше дела останется. И думаю, сегодня уже больше снимать ничего не стану. Вот такой был первый день сегодняшний. Как всегда, быт у избы, рыбалка. Ну вот, видите, просто свободной минуты практически нету. Все время что-то надо делать. Еще территорию он там, эти, как сказать, этот мусор крупный уберу оттуда. И дрова заготовлю на ночь, чтобы хватило там, ну, пару раз, чтобы подкидывать сухие дрова большими чурками, большими, на 4 части раскалю, и дольше будет там гореть. И в принципе все. Давайте до завтра. Я отдыхать. Завтра посмотрим, что будет. С утра, если будет возможность, еще поработаю у избы. И газку поедем, потому что видите, как снег просто тает на глазах. Боюсь застрять здесь. Потеплело. Хотя сегодня безоблачно, возможно, все-таки будут заморозки. Все, пока, до завтра.